С началом войны республика подчинила свое народное хозяйство нуждам фронта, направила все силы на усиление мощи Красной Армии. Необходимо было также быстро разместить и пустить в эксплуатацию ряд крупных и средних предприятий, перебазированных сюда из оккупированных врагом западных областей Советского Союза. Всего на Урал было перебазировано 667 предприятий. На территорию Башкирской ССР были эвакуированы крупные заводы. Учитывалось, что Башкирия с одной стороны находилась в глубоком тылу, в недосягаемости налетов фашистской авиации, а с другой стороны ближе к фронту и промышленному центру. В 1941-43 годах в СССР было размещено 111 крупных предприятий, а вместе с отдельными цехами 172 предприятия, а также две академии вооруженных сил страны, Высшую академию Генерального штаба имени Ворошилова в Уфу и Военно-политическую академию имени Ленина в Белебей. Заводы и фабрики прибыли из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Ленинграда, Москвы и других областей РСФСР. Они размещались в основном в индустриальных центрах республики – Уфе, Стерлитамаке, Белорецке. Благоприятные условия для размещения в Башкирии крупных предприятий создавало наличие здесь достаточно мощной черной и цветной металлургии, машиностроительной и нефтеперерабатывающей промышленности, созданных в годы первых пятилеток, а также запасов всевозможных руд, сырья, твердого и жидкого топлива. Все это было исключительно важно в условиях войны. Промышленность республики перестраивалась к новым условиям. На заводах осваивался выпуск мин, снарядов, гранат, авиабомб и другой военной продукции. На Уфимском паровозоремонтном заводе начали выпускать бронеплощадки и бронепоезда. На нефтеперерабатывающих заводах высокооктановые сорта бензина, автола, керосина. На Белорецком сталепроволочном заводе авиационные тросы, пружины. Терлянский металлопрокатный завод высококачественные стальные листы. Многие эвакуированные предприятия со своим оборудованием объединяли с местными в одно. Так, Запорожский, Гомельский, Изюмский, Станиславский паровозоремонтные заводы работали на Уфимском ПРЗ. Верхневолжский моторный завод работал на территории Уфимского моторостроительного завода. Калужская спичечная фабрика работала на Уфимской спичечной фабрике. Микошевичский фанерный комбинат из Белорусской ССР был объединен с Черниковским комбинатом. Были объединены московские заводы «Электропровод» и «Металлорукав», Подольский винилпровод, Одесский электрошнур и Харьковский электромеханические заводы. Электротехническая промышленность республики выпускала электрооборудование для танков и самолетов, приборы для военных кораблей, электроакустическую аппаратуру, аккумуляторные батареи и другие. К примеру, только один завод выпускал более 20 типов аппаратуры связи. С участием эвакуированных моторных заводов, в том числе из города Рыбинска, в Уфе было создано авиационное моторостроение, ныне ОМПО. На базе эвакуированного Рубежанского химического комбината в Башкортостане была создана химическая промышленность. В Уфе стали выпускать соляную кислоту, соду, хлор, хлорбензол. Был сдан в эксплуатацию завод натурального каучука. На основе эвакуированных в Уфу заводов «Красный треугольник» из Ленинграда и резинотехника из Ярославля был создан Уфимский завод резинотехнических изделий. Завод выпускал для военно-морского флота аэростаты заграждения, надувные десантные лодки, понтоны и водолазные костюмы. За годы войны возникли новые предприятия легкой промышленности. В республике работало много фабрик по шитью обмундирования и обуви для нужд Красной армии и военно-морского флота. А в Уфе находился вещевой склад военно-морского флота номер 200-333. Сшитое в республике обмундирование распределяли по флотам. Легкая, пищевая, лесная местная промышленность изготовляла для воюющей армии ручные гранаты и снаряды. Сани, седла для кавалеристов. В эти же годы в республике начали активно добывать местное топливо, природный газ, торф, бурый уголь. К открытым до войны месторождениям нефти в 1943 году добавилось Кинзибулатовское месторождение. Вместе с предприятиями в республику прибывали эшелоны рабочих семьями. Только в Уфу было принято около 106 тысяч эвакуированных. Всего в республику было эвакуировано 247 тысяч человек. Эвакуированное население обеспечилось жильем, работой. Дети учились в школах и в институтах. В первые же дни войны ушедших на фронт рабочих заменили пенсионеры-ветераны труда, женщины и дети подросткового возраста.
примеру, в Белорецком металлургическом комбинате женщины составили 60% от общего числа рабочих, а в Миндякской золотодобывающей фабрике женщин было около 80%. За период с 1941 по 1944 годы из республики на фронт отправились 362 вагона с подарками. Было собрано свыше 83 тысяч пар валенок, 21 тысячи полушубков, более 29 тысяч ватных курток и брюк, 3 тысячи меховых жакетов, 35 тысяч шапок-ушанок и других теплых вещей для фронтовиков. Помимо этого, население республики добровольно направляло деньги на строительство авиаэскадрильи «Башкирский истребитель». 25 лет Башкирская ССР, комсомолец Башкирии, Салават Юлаев, башкирский нефтяник, белорецкий металлург, танковых колонн учитель Башкирии и других. Всего на производство вооружения и техники для Красной армии и военно-морского флота рабочие республики отправили 255 миллионов рублей. Рассказывает Дымова Тамара Алексеевна о своем военном детстве и об эвакуированном Бакинском заводе буровых насосов имени Сталина в Ишимбае. Дымова Лидия Алексеевна я. Родилась 25 января 1940 года в городе Ишимбай. Помню я себя, наверное, года с 4, примерно так. Очень хорошо помню, что напротив нас жили, мы жили в частном доме, напротив нас был барак, в котором поселили эвакуированных бакинцев. У меня был даже друг, как хотелось бы его увидеть. Мой, видимо, ровесник, я хорошо знаю, что звали его Эдик, и они были из Баку. Приехали они совершенно голые, можно сказать, то есть, что было на них, и с чемоданчиком. Конечно, был очень голодно. Он все время приходил к нам, и вот я очень хорошо помню его голодные глаза. Я его брала всегда за ручку, заводила у нас свой огород, так как частный дом. Я его брала за ручку, мы шли, рвали помидоры. Он с таким удовольствием их ел. Мама очень добрая у меня женщина, очень часто их подкармливала, не только его. Вот это я очень хорошо запомнила, вот этих вот бакинцев. У меня сестра старшая с 1926 года. Вот лет, наверное, в 14-15 она поступила в техникум после школы. У нас был в Ишимбае нефтяной техникум, недалеко от нас. И во время войны их всех направили на эвакуированный Бакинский завод. Мы называли этот завод Сталинским. Я только намного позже узнала, что правильное его название был машиностроительный завод. А мы его так и звали, Сталинский. Он был эвакуирован из Баку, и там работали в основном бакинцы. И вот старшая сестра Нина, ей, наверное, лет 14-15, их всех из техникума забрали, кого в училище, кого... Она пошла на работу на этот Сталинский завод. Она маленького роста была, и хорошо помню дома разговор, что вот, чтобы дотянуться до токарного станка, ей там мужчины ставили какой-то деревянный ящичек, чтобы она дотягивалась. Да, и она была стахановкой. Я так понимаю, не без помощи, видимо, мужчин бакинских. За ней тогда ухаживал бакинский парень какой-то, Анатолий Чериков. Я очень хорошо запомнила, он, потому что приходил к нам, я его очень хорошо запомнила, хоть была совсем маленькая. Вот, она была стахановкой. И что мне очень хорошо запомнилось, им, видимо, это в какой был, наверное, 44-й, 45-й год, потому что она приносила домой американскую халву. Вот эта американская халва, я ее вот до сих пор помню. Это у нас на столе лежал этот кусок, от которого мы 4 детей отщипывали кусочки. Это было единственное лакомство у нас. И вот эта американская халва, она причем выглядела совершенно по-другому. Вот не такая, как у нас халва. Я помню, что она выглядела каким-то, как вот воск, таким вот прозрачным, довольно-таки прозрачным куском. Очень, конечно, нам казалось. Тогда все казалось очень вкусным. Вот это хорошо запомнила. И что очень хорошо запомнилось, видимо, за вот эту стахановскую ее работу, принесла она домой в подарок туфли. Это был, наверное, ее первые туфли, потому что ходили они в кирзовых сапогах, все в доме у нас ходили, и в фуфайках. И вот ее первые туфельки,
каблучок. И было такое счастье в доме. А за ней сестра, которая с 28-го года, собралась на танцы. Нин, дай туфельки одеть. Ну, пожалуйста, ну дай туфельки. Ну, ладно, возьми. Пошла наша Раиска на танцы, приходит вся в слезах, переодевалась, переобувалась. В общем, туфли у нее стащили. И вот этот рев в доме я хорошо помню. И помню, как мама встала и сказала: девочки, ну как вам не стыдно? Люди умирают, а вы плачете из-за каких туфлей. И, по-моему, сразу как-то все прекратилось, и мы забыли об этих. А почему-то у меня в память врезалось вот эти туфли. Ну, что еще я хорошо помню? Приходил к нам вот этот Анатолий Чериков. Не знаю, теперь он, конечно, тоже умер, так же, как, наверное, моя старшая сестра умерла. Фуфаечки приходил. Мама его все старалась накормить, но такая скромность была. Нет, я уже покушал. Она все время: ну, Анатолий, ну, садись кушать. Нет. И вот собирается Нина на работу, вот на этот сталинский завод. Мама, значит, говорит: не забудь тормозок. Я когда дочери стала рассказывать, как-то так вот, мы сидели, я говорю: ты на работу возьми тормозок. Она: что взять? Я говорю: тормозок. Она говорит: мама, что это такое? Я говорю: господи, вы ж не знаете. Тормозок – это вот обед. Это мы называли во время войны тормозок. Возьми. Мама, куда так много? Ну, Анатолий покорный. Да не берет он, я все время даю, он не берет. В общем, очень скромный был парень. Потом это, наверное, уже был, ну, где-то уже после войны, видимо, потому что как-то очень быстро их всех назад забрали в Баку. Анатолий вот этот уехал. А сталинский этот завод машиностроительный, так он у нас и остался. И, наверное, и до сих пор он есть. Просто его сейчас уже не называют сталинским, а называют Ишимбайский машиностроительный завод. Что еще хорошо помню? Папа работал на левом берегу. У нас было какое-то предприятие, называлось оно Техснаб. Но я так понимаю, что это техническое снабжение, видимо, потому что вот, ну, Техснаб у меня остался. Там, я как понимаю, работали на войну. Ну, то есть, видимо, то ли детали для танков, ну, потому что у папы была бронь. Вот это я тоже хорошо знаю. Приходил он всегда только ночевать, очень поздно, иногда там и ночевал. В общем, у него была бронь, и он из-за брони на войну, наверное, это нас спасло. 4 детей, мама с папой. Мама никогда не работала, домохозяйка. Видимо, мы вот за счет этого выжили. Ну и за счет огорода своего. Очень много сажали. Причем, что самое интересное, в ту пору земли брал, кто хотел, столько и брал. Вот сколько было сил у людей, столько и обрабатывали. Вот мы 4 детей, мы все время мы были в работе. Сколько я себя помню, это поливка, полка, огород. Сажали и пшеницу, и просто сажали, картофеля очень много сажали. Мы выживали за счет, так сказать, своего хозяйства. Так что в Ишимбае, по-моему, во время войны, ну, мало кто умирал с голода. Хотя вот у меня у свекрови было такое, что дети с голоду умирали. Когда вот баба Варя, моя свекровь, рассказывала, я до сих пор не могу спокойно к этому относиться. Как она говорила, что у нее сын смотрел на вот эти шкурки от картошки, глотал слюни, вот это он ел, он умер. Но это было редко. Все-таки у кого было много, так сказать, детей, работали. Ну, что я еще хорошо помню? В классе у нас очень было много крымских татар. Это, видимо, ну, во время войны ведь их всех убирали где-то с Крыма. И, видимо, вот часть из них попала в Ишимбай. И они